С первым. Вау, как жарко! Чуть-чуть потолще ее сделали. Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня в рамках рубрики «Музей летних рецептов» у нас будет необычный формат приготовления блюда. Сейчас мы находимся в восточной башне Якутского острога. И мы сегодня будем готовить якутские лепешки, причем с нуля. Благодаря нашим друзьям из Общества охраны памятников процесс приготовления данного блюда будет происходить с нуля, именно с помола пшеницы. Прошу обратить внимание, здесь у нас жернова, причем начало 20 века. Его воссоздали. Это был, скажем так, подарок Обществу охраны памятников. Эти жернова были найдены и впоследствии реконструированы. Жернова, причем только начала 20 века, причем в Якутии они появляются где-то в середине 19 века. Отличием жерновов 19 века от начала 20 века это по желобкам, которые находятся внутри. То есть на данных жерновах желоба исходящие из центра. В 19 веке жернова желобки были радиальные. Приступим дальше. Это у нас пшеница, из которой мы как раз и будем готовить сегодня блюдо. Пшеница у нас была привезена специально из Амги. Давайте приступим. Это у нас как бы первый этап. Мы должны будем превратить пшеницу в муку. Для этого мы берем пшеницу и засыпаем в жернова. Как я уже сказал, жернова появляются в середине где-то 19 века здесь, в Якутии. До появления жерновов пшеницу, ячмень, помол происходил с помощью ступки и пестика. То есть такой грубый помол делали. Причем блюда из него готовились разные. Так как выход из нее муки был очень такой грубый, его было очень мало, в него добавляли воду и заболонь. А заболонь — это у нас внутренняя кора дерева. Не самое, конечно, вкусное блюдо, но, по крайней мере, оно было питательным. Итак, мы закончили с первым этапом. Это у нас первый помол. Сейчас мы приступим ко второму. И второй этап у нас заключается в том, чтобы пойти по второму кругу. То есть первый помол, делаем уже из него второй помол, чтобы мука вышла более мелкая. Сейчас, как видите, у нас мука, она более грубая, с различными, то есть с мусором, скажем так, с шелухой пшеничной. Сейчас мы это забросим повторно в жернова и будем делать второй помол.
Итак, прошло всего лишь 3,5 часа. При этом потребовалась помощь еще 3 мужчин. Вот, и намололи. Это уже мука второго помола. Осталось только просеять через сито и приготовить блюдо. Эстафета перешла ко мне. Вот перед вами полученная нашими коллегами мука из амгинской пшеницы. И сейчас, просеяв, мы сделаем тесто для якутской лепешки. Вот берем наше сито, в которое ободок из бересты. И туда немножко всыпаем муку, будем ее просеивать. Еще использовали различные коренья. Корни цветка сарданы, представьте себе, корни озерной травы. Озерная пища называлась, и она была очень целебной для желудка. И их собирали осенью, в сентябре, сушили. И вот, как я сказала, употребляли для сгущения своих варев. Вот всю муку просеяли, получился такой объем. А вот то, что осталось, не выкидываем. Конечно же, потом будем использовать при приготовлении каши или еще чего-то, потому что наши предки также поступали. Так, сейчас я вам расскажу рецепт. Вот просеянная мука, в него добавим 2 яйца, молоко и немножко соли. Яйца. Яйца у якутов появились с приходом русских. Как только стали готовить лепешки, оладьи, они стали в пищу их употреблять. Посолили. И готовим мы наше тесто в деревянном кытыя. Его делали обычно из березы. Про то, как питались, чем занимались, очень хорошо описывают наши народные писатели. Николай Егорович Мординов Аматчигия в своем романе «Весенняя пора», который называют «Энциклопедия якутской жизни», очень хорошо описал процесс приготовления лепешек, как вся семья с удовольствием этим делом занималась. И там они при приготовлении между собой разговаривают. И говорят, что вот из-за того, что русские едят лепешки из белой муки, у них белая кожа. Но они делают такой своеобразный вывод. Разделили на 2 части наше тесто. Мы будем готовить лепешки 2 способами. Первый способ: мы натянем на палочки специально приготовленные и поставим вдоль камелька. Это быстрый способ приготовления, им пользовались обычно охотники, которым надо было побыстрее приготовить еду. А вторую часть мы разделим еще на 3 части или на 2, посмотрим, и положим на чугунную сковороду. И посмотрим, какая из них побыстрее приготовится. Какие из них? По-якутски этот способ приготовления называется вюэлен бухары.
дно, конечно же, смазываем смачно нашим сливочным маслом. Она у нас теплая, готовая, поскольку стояла около огня. Вот, его растянули на все дно. Вот, красота получилась. И должны сделать дырочки. Первая наша заготовка получилась немножко тоньше, она должна быть чуть потолще, но мы хотим, чтобы она вся очень хорошо приготовилась. Обычно в камельке готовили на трехножной подставке. За неимением у нас как таковой мы купили в магазине вот такую вот подставку. Сейчас положим на нее вот нашу чугунную сковородку и будем ждать приготовления первой нашей лепешки. Тем временем наш чуть-чуть подгорела наша первый блин комом. Мы ее перевернули, поскольку вот нижняя часть немножечко обгорела. Ну пусть. Я думаю, все равно она будет вкусной. Итак, первая лепешка готова. Торжественно ее перенесли на стол. Скоро попробуем. Вкус отменный, такой хороший запах идет. Значит, в сковороду добавляем масло. Первый раз положили немножечко масла, мало масла, поэтому ее побольше раскалим. Смазываем нашу лепешку, потому что она, чтобы она смягчилась. Сейчас еще масло возьмем. Вторая лепешка пошла, потому что в процессе мы чуть-чуть потолще ее сделали. Прошло еще 5 минут, и мы думаем, что все уже готово. Со сковородой переносим на стол. Жаркий такой вот огнедышащую лепешку поставили. И сейчас намажем тоже сливочным маслом. Все, получилась красота. Теперь переходим к нашим лепешкам, которые у нас на палках. Мы, оказывается, в них дырки не сделали, обязательные. Сейчас исправим нашу ошибку и положим их на решетку. Итак, друзья, пришло время пробовать наши лепешки из амгинской пшеницы. Будем их подламывать, как и делали в старину. Качыграс лепешки получилось. Ну вот, я покажу вам. Вкус солнечный. Очень интересный. Мне нравится. Нач. Кого себе бякнется? Как хлеб. Как обычный хлеб. На посинку. Немножко другой же. Это напоминает чисто для пиццы, такое выглядит. Чисто для пиццы напоминает. Как чисто для пиццы. Да?
интереснейший процесс приготовления из амгинской пшеницы, перемолотой в настоящих жерновах. Приготовление якутской лепешки завершается. Вот наши лепешки мы вытащили, они готовы. Нам вкус лепешек очень-очень понравился. Рекомендуем вам всем это попробовать. И приятного всем аппетита!